Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что в самое ближайшее время вас очень-очень удивит. Если тема интересна, присоединяйтесь и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну здесь кто-то у меня выздоровеет, пойдет на поправку. Если вы себя плохо чувствуете, либо заболели, как-то очень быстро выздоровеете. Прям знаете, как вечером ложитесь, плохо себя чувствуете, утром встаете как огурчик. Либо кто-то из ваших знакомых, близких. Вот человек заболел и как-то очень быстро выздоровеет. Прям, удивление будет, радость будет. Как даже волшебство какое-то. Вот человек очень быстро вот в себя придет, избавится от какой-то хвори, от какой-то болезни. Вот. А у кого-то, кстати, отыграется, что диагноз. Был какой-то диагноз неутешительный, либо сложный, может быть, какой-то диагноз. Вот. Придет отмена, так и скажут: извините, мы ошиблись, там что-то где-то там напутали, перепутали, там показалось, привиделось. Вот. Вы так и удивитесь, и порадуетесь одновременно. Приятный момент ждет. Вот все, что касается здоровья, состояний, самочувствия, вас прям очень удивит и даже порадует. Так, здесь у меня человек на белку похож, но это не вы. Это кто-то из ваших знакомых, а может быть даже кто-то из родственников, кто-то в семье. Человек будет восхищать, человек будет взрывать мозг своей активностью, своей трудоспособностью и каким-то невероятным активом дел. То есть человек либо сам на себя что-то возьмет, либо без спросу, да, не предупредив, что-то сделает, переделает, наделает, доделает. А вы так прям руками сплеснете, скажете: боже мой, откуда столько энергии, откуда столько стараний. Прям будете очень хвалить этого человека, будете очень довольны, ведь этот человек вам очень-очень поможет. Возможно, сделает вашу работу. Возможно, знаете, как вы там планировали долго генеральную уборку, ходили, думали: ой, как же я это буду делать, ой же это тяжело. А этот человек возьмет и все сделает. А вы придете, и результат, и все блестит, и все сверкает, и все чистое, и все прям поделанное, переделанное. Но удивит так удивит. Благодарны будете очень этому человеку. Что-то в благодарность будете давать, покупать, может быть, даже приготовите какую-то вкусняшку. Отблагодарите. Здесь все будут довольны. Так, если у вас свое дело, да, своя компания, своя организация, кто-то из ваших сотрудников постарается. Не забудьте выдать медальку. Поверьте, надо человека поблагодарить и простимулировать. Человек очень хороший. Главное, и трудоспособный, и не ленится, и делает на совесть. Вот это самое главное. Так, идем дальше. Какие-то перипетии во взаимоотношениях, в отношениях, больше похоже на любовные. Но для тех, кто в любовной связи, кто именно как любовники, да, люди-любовники, может быть, связь ваша тайная, может быть, наоборот, открытая связь. Но я вижу, то ли вы встречаетесь периодически, то ли вы, как-то урывками у вас идет, не проживаете вместе. Здесь мужчина просто сойдет с ума. На почве какой-то ревности, на почве каких-то разговоров, каких-то мыслей. Мужчина как с цепи сорвется, как начнет вам предлагать: и выходи за меня замуж, и рожай мне ребенка, и давай жить вместе, и украду, и увезу. Вы будете не удивлены, но шокированы точно. Будете еще его успокаивать и говорить: куда ты спешишь, зачем тебе все это надо, да? Мы же только недавно познакомились, да успокойся, все хорошо.
Вот, да, будете успокаивать, будете уговаривать, чтобы он так не спешил. А он нет, говорит, нет, все, ты моя, и пусть все знают, что ты моя, и никого я не боюсь, никого я не стесняюсь, я ко всему готов, там, хочешь на 10 работ устроюсь, я там дом куплю, тебя золочу, только вот со мной и здесь и сейчас. Какая-то прям истерика у него случится. Ну, это хорошо. Значит, любит, девочки. Дошло, что он вас любит и что хочет именно с вами. Так, а для тех, кто в паре в браке, у вас обратная история. Здесь вы, скорее всего, мужчину приревнуете. Вот вам кажется, что он свой, там, без всяких секретов, без всяких тайн. Но обычный мужик мужиком, там, интересуется чем там, играми компьютерными, там, футболом, там, друзьями, пивом. А тут, смотрите, вы где-то его поймаете, либо случайно узнаете, что он с какими-то женщинами общается, может, даже и переписываются. А может, на работе там коллеги, женщины там, его окружают своим вниманием. Вот прям приревнуете, другими глазами на него посмотрите, высказывать ему будете, тут, ругаться даже с ним начнете, а он не будет отвечать, он улыбнется, и вам признается, что именно вас он любит, никакие другие женщины ему не нужны. Но я вижу, что вы относительно своего мужа точно поменяете мнение, поймете, что он еще мужик хоть куда, да, и что женщины на него засматриваются, вот, и вам он такой прям симпатичный покажется. Вспомните, за что вы его полюбили. Ой, девочки, у вас тут весна в отношениях. То есть тут и страсть пойдет, и прям друг к другу потянетесь. Особенно кто давно вместе, там, кто лет 15-20. Ой, романтика вас ждет, романтика. И главное, что у вас интерес к вашему супругу опять вот прям заиграет, появится. Да, так идет. Так, идем дальше. Здесь у меня женщина, у нее дети взрослые. Я так понимаю, что дети не с вами проживают, либо у детей уже свои семьи. Дети вас порадуют каким-то ценным, дорогим подарком. Не могу сказать, что за случай. Ну вот, может быть, это праздник какой-то идет. Что у нас тут поблизости? Что-то в голову ничего не приходит. Ну ладно. Я думаю, что вы поймете. К какому-то празднику, по какому-то случаю ваши дети готовят вам какой-то грандиозный, дорогущий подарок. Но сказать, что вы удивитесь, это ничего не сказать. Я вот почему-то вижу, что вы не хотите принимать. Что вы говорите, ой, ну это так дорого, так дорого. Мои хорошие, ваши дети вас любят. Вашим детям ничего для вас не жалко. Ну что же, вы недостойные подарка? Достойны, конечно. Вы же их не мамочка, вы их родили, вы дали им жить, вы воспитали, вы на своем горбу их вынесли. Так принимайте же эти подарки. Вы достойны всех подарков мира. Все, успокойтесь. Прям смотрите, затевают, что там шушукаются. Дорогое что-то подарят, ценное. Ох, вам все завидовать будут. Вот все, и родственники, и соседи, и подруги, вот все будут завидовать. Детей ваших будут нахваливать. Ой, а вы каждую просите, чтобы язык прикусывала, чтобы не поглазили ваших детей. Ну, тут прям счастье идет. Тут обсуждение, я не знаю, на полгода будет. Да? Прям все будут вспоминать, говорить. Долго будут разговоры ходить о вас, о ваших детях и о том подарке, который они вам подарят. Так, идем дальше. У кого-то тут любовная переписка начнется. Именно переписка. Люди будут обмениваться любовными посланиями. Может быть, в интернете, да, с кем-то познакомитесь. А может быть, ну как, человек... Бывает же такое, да, человеком не может встретиться, но может с ним переписываться, хотя он где-то рядом находится. Здесь вот обмен какими-то любовными посланиями. Причем вы от себя не ждете романтики, вы от себя не ждете вот этой поэзии романтической. Ой, прям захочется и стих написать, захочется и какую-то прозу, может быть, любовную. Прям такими посланиями огромными будете обмениваться. Кто у меня работает? Мужчина, то ли коллега, то ли начальник, начнет вас забрасывать после какого-то разговора, случайного разговора, может быть, в лифте с ним проедете, либо там, не знаю, рядом с ним пройдетесь по одному коридору, начнет вас забрасывать любовными посланиями. Вот смс-ки всякие, там, может, даже и письма будут вам писать, да, там на бумажке написал, передал. Ой,
С одной стороны приятно, а с другой стороны, а что мне с этим делать? Особенно если вы дама замужняя, либо вы не испытываете особых там симпатий к этому человеку, а он прям, да, влюбленный такой, прям ходит, вздыхает и, значит, перепиской. Вот никуда не приглашает, никуда не зовет, а вот смс-ками либо письмами вас закидывает. Удивительный момент. Вы вот прям будете еще с кем-то советоваться, с какими-то подругами своими будете советоваться, вот что делать. Что делать? Как его от себя отвадить? Ромео. Так, какое-то место интересное. Какая-то архитектура необычная. Но вы не ходите по таким местам. Это не в зоне ваших интересов, либо, в принципе, вы никогда об этом не думали. Вот кто-то вас туда потащит, пригласит, либо уговорит пойти. Может быть, даже какой-то концерт. Может быть, это и что-то другое. Но что-то с искусством связано. Вы такое удовольствие получите, вы такое наслаждение получите. Вот откроете для себя мир искусства. Не могу сказать, что конкретно. Может и концерт, а может быть и театр, может быть и еще какой-то вид искусства. Ну, прям очень интересно будет. Прям вовлечение 100% идет. И вы прям сами от себя не ждете, что вам это понравится, либо вы сможете даже влюбиться, да, в это искусство. Ну, прям очень понравится. Так, какая-то дележка здесь происходит. Дележка. Смотрите, я пишу ситуацию, но кто для себя поймет, тот поймет. Люди постоянно что-то между собой делят. А вы просто за этим наблюдаете. Вас никогда не приглашали, либо никто никогда вам ваш пай не выделял. А тут первый раз в жизни они про вас подумают. И они с вами поделятся. Причем поделятся там, не крохами, а даже каким-то очень приличным куском. Вот. Для вас это, конечно, будет шок. Для вас это будет прям как тема, над чем можно задуматься, да, с чего это они со мной поделились. Но не ищите ответа, тут, скорее всего, как совесть, да, либо самый младший из этих людей, вот как некомфортно себя ощущал, да, понимал, что это все неправильно, что все-таки надо с вами делиться. Настоял на своем, либо настояла на своем, и поэтому вам перепало. Знаете, это будет первый раз, но не последний. Они потом всегда будут с вами делиться. Не знаю, коллеги на работе, может быть, родственники, может быть, соседи, да, но вот прям будут постоянно потом с вами делиться. Потому что один человечек, вот совестливый человечек, самый младший в этой компании человечек, вот это он настоял, либо она настояла, чтобы с вами делились. Так, какие-то люди, родственники, знакомые, приятели, людей этих вы давно не видели. О людях этих не вспоминали. Может быть, и вспоминали когда-то давным-давно и благополучно забыли. Эти люди выйдут на вас. Они вас долго искали. Здесь вот даже, знаете, больше похожа женщина. Женщина, у которой есть семья. Вот она вас искала. И вот семью всю свою подключила, чтобы они тоже помогали вас найти. Они на вас выйдут. Они вас наконец-таки найдут. Для вас будет действительно большое удивление, что вы про них забыли, да, про эту женщину забыли. А она тут, смотрите, как вас нашла. Нашла, причем эта женщина живет очень неплохо. У этой женщины, знаете, такое выражение «жиру бесится», да, когда никаких основных проблем базовых нет, а душа требует большего. Может быть, это какая-то ваша подруга, да, бывшая коллега, может, там вместе в школе учились, там, либо в институте, там, работали когда-то вместе. Она решила вас найти, она потратила много сил, не только сама, но и ее там родственники, дети, кто там, муж, они вас найдут. Ей хочется с вами общаться, вот прям душа просит с вами общаться. Она на вас выйдет, она начнет с вами общаться. Не отвергайте ее. Я понимаю, что вы сейчас в разных весовых категориях, в разных статусах. Она очень круто устроилась, а вы обычная женщина. Поверьте, ей очень захочется с вами общаться. Вы для души нужны. Вот эта женщина,
она вам какие-то посылки будет слать, либо какие-то подарки слать, либо, ну, даже, не знаю, деньги, наверное, переводить. Помогать вам будет. Вот как спонсор, покровитель вам станет. Не отказывайтесь от ее помощи, не обижайте ее. Для нее это, ну, ничего, да, это, ну, несущественные траты, она вообще об этом не думает. Ей хочется душевного контакта, а душевный контакт у нее за всю жизнь был лишь только с вами. То есть вы для нее были единственная подруга. Да. Ну, либо единственный друг, если смотрит меня мужчина. Смотрите, они все вместе, вот их тут 3-4, будут присылать вам какие-то вот, ну, передают, видите, как большую такую корзину, причем она многослойная, и они вам вот с рук на руки передают. Принимайте, принимайте, берите и не отказывайтесь, не обижайте эту женщину. У нее там всего хватает, для нее это вообще не проблема. А вам эта помощь очень даже пригодится. Пригодится. Вы с ней тут и опять дружить будете, и общаться будете. Ну и как бы, видите, она вас снабдит всем необходимым, назовем это так. Это приятное событие, на самом деле приятное. Так, и еще вот напоследок хочу добавить очень важный элемент тут вышел. Элемент заключается в чем-то новом. Абсолютно новом, чего в вашей жизни никогда еще не было. Это новое случится в самый неподходящий и неожиданный момент. Что это конкретно, я не скажу. Мне показали здесь именно маленького ребенка. Но я точно вам могу сказать, что это не про беременность. Это именно какое-то новое дело, какая-то новая ситуация. Новизна. С чем это связано? Это связано с финансами, с деньгами и с какими-то, ну вот, не финансовыми, да, благами, да, вот блага какие-то, вот жизненные блага. Вот с этим связано. Здесь, возможно, первый раз в жизни, да, возможно и так, вам будут помогать, давать, поддерживать, либо вы, возможно, даже и как найдете, да, почему и нет, найдете, либо выиграете, либо ну, заявите свои права и вам не откажут, да. Вот как-то так идет, прям новизна идет. Вы попробуйте, и у вас получится. Либо это вас само найдет, и как бы вас и удивит, и порадует. Но это прям приятное, небольшое, сразу говорю, небольшое. Там не рассчитывайте на какие-то капиталы. Нет, это небольшое событие, но тем не менее неожиданное и очень приятное. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.